В самый разгар посевной на полях хозяйства Кичучат ни души, хотя засеять здесь предстоит 1500 гектаров земли, и уже на этой неделе планировали сеять пшеницу. Вся техника просто стоит. Причина всему дождь. За 2 последних дня выпало 15 миллиметров осадков. 2 дня, третий день сегодня не можем посев произвести. У нас осталось практически из-за раны яровых посеять 60 гектаров на 2 дня. Пшеница яровая осталась. Остальные культуры мы все посеяли. Дожди на юго-востоке не прекращаются со вторника. Влажная почва забивает сеялки, а значит работу полностью останавливают. Зерновыми и техническими культурами планируют засеять более 48 тысяч гектаров. Из-за непогоды успели только половину. Если в прошлом году у нас все знают, что была сильнейшая засуха и получили крайне плохие результаты, в этом году совершенно обратная картина. Дожди не перестают, холодная погода. Состояние озимых при этом неплохое. Сегодня мы проехали, и виды на урожай тоже неплохие. Да, переувлаженности нету, но на сегодняшний час техника, конечно, не может зайти. Плюсы в такой погоде тоже есть, утверждают специалисты. Почва уже успела впитать весенние воды. Переувлажнения нету, об этом бояться не надо, незачем. Несомненно, эти осадки, они очень нужны. В данный момент хорошо для ячменя, не появляются вредители. Не приходится проводить эти инсектицидные обработки против вредителей. А вот на северо-востоке республики, в Мамадышском районе, дела пошли. После продолжительных дождей второй день в полях кипит работа. В этом крестьянско-фермерском хозяйстве сеют кормосмесь, а ячмень, овес, посевную вику. Около 5 тонн на этой машине. А за раз, да? Да. Менее чем за 2 суток здесь успели засеять 80 гектаров. Говорят, дожди бывают, но кратковременные. Пока такой дождь не мешает, работаем. И хотя дождь почти не сказывается на темпах, все же ехать по влажной почве сложнее, чем в солнечную погоду. И наглядно это можно видеть на колесах и особенно на семявысевающих дисках. Когда сюда прилипает земля, могут начать застревать семена. Поэтому пока дождь взял паузу, техника работает во всем районе. Уже засеяли половину, больше 27 тысяч гектаров. Я бы не сказал, что дождь мешает, но мешает уже год, опаздываем где-то 10 на 12 дней. В прошлом году это время уже мы 90-95% уже сеяли было, а нынче свыше 50% только идем. По всей же республике из-за дождей на посевную сегодня не вышли 25 районов. Однако пока это не повод для беспокойства, считают и ученые. Для озимых такая погода даже полезна. Для озимых весна этого 22 года, она складывается очень даже положительно. Пока нету на полях ни вредителей, пока растения озимых культур, озимой ржи, тритикали и пшеницы, они развиваются по тому сценарию, по которому должны развиваться. Поэтому опасений по озимым никаких у нас нет. У нас наоборот ожидания по озимым зерновым культурам, они очень высокие, и мы надеемся на хороший урожай. Дожди продолжатся до среды. Синоптики обещают кратковременные осадки и грозы. Погодные процессы будут формироваться под влиянием северных циклонов. Местами будут отмечаться дожди в дневные и вечерние часы, местами с грозами. Также прогнозируется днем и вечером сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В эту кампанию в республике должны засеять почти 2 миллиона гектаров земли. Работы выполнили на 48% площадей. Год назад этот показатель был лучше – 72%. Как говорят аграрии, 10 дней безоблачной погоды и посевную завершат. Рамиль Шайдуллин, Фируза Хамидуллина, Игорь Романов, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский, Мамадышский районы, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.